До 19 декабря проходит 6-й региональный чемпионат. Молодые профессионалы свои умения, участники в возрасте от 16 до 22 лет, проверяют по 94 компетенциям. Обсудим детально прямо сейчас в программе интервью вместе с гостем. Сегодня вместе с нами заместитель министра образования и науки Башкортостана Инесса Косолапова. Инесса Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в чем отличие 6-го регионального чемпионата «Молодые профессионалы»? Как все идет? Все идет очень хорошо. Вчера у нас стартовала церемония открытия нашего чемпионата. Абсолютно для нас новая форма. Это онлайн-церемония открытия. Есть определенные, наверное, сложности, можно так это назвать, но тем не менее мы с ними очень легко справляемся, и заслуга это всей нашей системы профессионального образования. Наверное, самое главное отличие 6-го регионального чемпионата заключается в том, что у нас в этом году уже больше в 20 раз компетенции. То есть если мы говорим о том, что, допустим, прошлый год это всего лишь 65, то в этом году 94 компетенции, да, на 20 компетенций. Не 20 раз, а на 20 компетенций больше. Но и отличие заключается в том, что по 45 компетенциям у нас в этом году соревнуются наши школьники. То есть две возрастные категории. Основная группа участников это 16-22 года студенты, и наши юниоры, наши школьники это 12-16 лет. То есть вот такая большая команда, их более 800 человек, которые соревнуются на площадках наших колледжей, центров доп. Образования и высших учебных заведений. Что скажете про участников и что это им дает? Для них, для наших участников, прежде всего, это профессиональный рост. То есть каждый, наверное, студент, каждый профессионал должен реализовываться в своем деле. И у нас, так как участники в основном это наши студенты 3-4 курсов, они уже имеют определенные навыки, имеют определенные компетенции, и конкурс профессионального мастерства – это фактически их старт-площадка для дальнейшей их даже где-то и карьеры. Потому что многие ребята, которые прошли чемпионатный цикл, региональный, национальный чемпионат, впоследствии очень хорошо трудоустраиваются, либо становятся экспертами, либо занимают рабочие места уже на ведущих предприятиях нашей республики. Ну а для школьников это профориентация, то есть они понимают, та профессия, та компетенция, где они принимают участие, насколько она для них интересна и важна, и готовы ли они сделать именно эту компетенцию, эту профессию фактически делом своей жизни. Повлиял ли коронавирус на проведение регионального чемпионата? Да, к сожалению, повлиял. Если прошлые годы наше мероприятие проходило централизованно на одной площадке, на ВДНХ Экспо, то в этом году произошло так, чтобы мы не подвергли наших ребят риску заражения, мы наши компетенции рассосредоточили на площадках образовательных организаций. В этом есть, наверное, и свои плюсы, но в том числе есть и минус, потому что мы не можем уже наблюдать весь этот огромный праздник профессионального мастерства, где параллельно и занимаются флористы, соревнуются IT-специалисты, но тем не менее мы понимаем, что это очень важно сохранить здоровье наших ребят. Но и мы наблюдаем, что вот на сегодняшний день происходит некоторая замена среди участников, то есть это связано и с сезонной заболеваемостью наших ребят, то есть такое, конечно, есть. И среди преподавателей, видимо, тоже? Да, среди экспертов в том числе. Площадками выступают не только образовательные учреждения, но и некоторые предприятия, например, Международный аэропорт Уфа. Вот как шла подготовка вот в этой части? У нас не только Международный аэропорт и Уфа, другие, да, у нас еще и Главное управление МЧС, то есть это очень сложная компетенция, такая как спасательные работы, но в том числе очень важная. И для наших коллег, которые с промышленных предприятий, вообще с предприятий республики, прежде всего это тоже возможность заявить о себе. Это первый момент. Второй момент – посмотреть, как на сегодняшний день происходит подготовка будущих специалистов, а возможно даже где-то и присмотреться к этим будущим специалистам. Следует отметить, что 22 года – это фактически уже молодой специалист, не только студент, но и работник уже предприятия. И по компетенции сервиса на воздушном транспорте у нас как раз-таки участвуют сотрудники аэропорта Уфа. Поэтому не только студенты.
Инесса Васильевна, что предусматривает деловая программа в этом году? В этом году мы деловую программу также постарались сделать очень насыщенной, привлечь к участию в ней спикеров из других субъектов Российской Федерации. В основном это представители системы профессионального образования, Агентства стратегических инициатив, Союза WorldSkills Россия. И все мероприятия проходят в онлайн-формате. То есть, да, есть сожаление в том, что мы не можем все вместе встретиться на одной площадке, обменяться опытом, мыслями, эмоциями. Все это ушло в цифру, но я думаю, что это будет точно так же продуктивно и полезно. И все мероприятия, они у нас транслируются на YouTube-каналах, ну и впоследствии сохранятся в записи для тех, кто это не сможет посмотреть в день мероприятия. Что касается тем, то какие в приоритете? В приоритете это сетевое взаимодействие среди образовательных организаций, это взаимодействие между образовательными организациями и промышленными предприятиями, но и развитие новых профессий и специальностей. Вот чем отличительно чемпионатное движение, это не просто конкурс, не просто соревнование, а это такой беспрецедентный механизм, который фактически изменяет структуру образовательной программы. И поэтому мы еще в этом году добавили в перечень компетенций совершенно иные, которые в прошлом году мы даже не реализовывали. Активно у нас подключилась система здравоохранения. В этом году активно у нас подключилось Министерство лесного хозяйства, потому что каждый понимает на сегодняшний день, что посредством участия в чемпионате по тем заданиям, которые разработаны экспертным сообществом, мы сможем на себе примерить вот те нормы производства и уже под эти нормы перестроить свой образовательный процесс. То есть если студент выполнил или участник чемпионата выполнил это задание хотя бы на 60%, значит он фактически уже работает по международным стандартам. Ни один из участников не может выполнить 100% задания. Они составлены именно таким образом. Мы знаем, что Башкортостан и Союз WorldSkills, который является организатором вот этого чемпионата «Молодые профессионалы», уже сотрудничают несколько лет. И о каких результатах сотрудничества этого можно говорить? Действительно, с 2016 года мы очень плодотворно сотрудничаем, и чемпионатное движение у нас начиналось всего 6 компетенций. Сегодня это уже фактически 100. Но и главные результаты, которые мы отмечаем для себя, это, разумеется, участие во всех проектах Союза WorldSkills, это помощь в части изменения наших образовательных траекторий, наших образовательных программ, но и, соответственно, методическое сопровождение. То есть на сегодняшний день мы просто не представляем систему профессионального образования без Союза WorldSkills и без тех механизмов, которые были изначально созданы в качестве просто пилотного проекта или эксперимента. То есть сегодня это уже наша норма жизни, и механизмы Союза WorldSkills, они уже вплетены в федеральный проект «Молодые профессионалы», который мы точно так же активно реализуем. Тяжело шла эта трансформация? Очень тяжело на самом деле, хотя мы всегда говорим о том, что у нас хорошие успехи, мы в десятке лучших второй год подряд, если мы говорим про чемпионатное движение. Мы изменяем нашу инфраструктуру колледжей, и даже коллеги из других субъектов говорят, ну не может же быть так все хорошо. Но действительно, мы просто говорим о нашем результате, что у нас такие вот успехи, но на самом деле сложность существует, потому что когда система работала долгие годы по накатанной траектории, и вдруг говорят о том, что необходимо поменять подход, необходимо изменить форму государственной итоговой аттестации, необходимо поменять оборудование в мастерской. Это не тренажер, как было ранее, а это реальный станок, который сегодня стоит на производстве. А может быть, на каком-то производстве даже этого станка и нет еще, потому что это современные фактические модели. Поэтому тяжело было переформатировать именно на осознание педагогического коллектива, потому что все-таки система образования она более консервативна, но тем не менее вот при такой планомерной совместной работе у нас это получается. Но я могу сказать, что мы гордимся вообще системой нашего профессионального образования, потому что наши руководители колледжа ставят для себя очень амбициозные цели, и мы их совместно реализуем. Мы знаем, что чемпионат проводится в Уфе, но как работает схема привлечения учащихся с глубинок Башкортостана?
У нас рассредоточенная система, то есть за каждой компетенцией закреплена та или иная образовательная организация, которая уже в сентябре месяце начинает прорабатывать вопрос подготовки будущих своих участников. И, разумеется, при помощи механизма профориентационных проб используем в качестве механизма и проект «Билет в будущее», то есть когда мы привлекаем школьников на площадку колледжа и показываем, что у нас может быть, какая у нас может быть компетенция либо профессия. Ну а студенты и наши колледжи участвуют по компетенциям в соответствии со своими специальностями, профессиями подготовки. Поэтому нет у нас проблем с участниками, есть только некоторые, наверное, задачи, которые нужно решать в части подготовки, потому что еще пока не вся инфраструктура одинакова во всех образовательных организациях. Ну, то есть родителям и учащимся мы можем дать рекомендацию держать связь плотную вместе с преподавателями своего колледжа, даже если, допустим, они где-то в Сибае находятся, либо, ну, вот в Янауле, допустим, конечно, возьмем, да? Конечно. И всю информацию у них получать. Да, и самое главное определить для себя, вот даже по тому же проекту «Билет в будущее» у нас проходил во всех абсолютно муниципальных образованиях. После того, когда ребенок проходил тестирование, для него уже были даны рекомендации, где пройти профпробы. На базе закрепленных образовательных организаций он проходит профпробы, и если он говорил, что да, стройка – это мое, или IT – это мое, он уже может обратиться в ту образовательную организацию, которая реализует эти компетенции. Инесса Васильевна, мы успеваем коротко обсудить еще подготовку к проведению в Уфе финала чемпионата WorldSkills в 2021 году в Башкортостане. Как идет подготовка? Подготовка идет очень активно, разумеется, создана у нас дирекция, которая занимается данным мероприятием. То есть мы понимаем, что от системы образования здесь самое главное – это подготовка участников. И вот мы как раз проводим регчемпионат, чтобы определить тех самых участников, кого мы будем готовить. Определен перечень компетенций, но и все оргвопросы, они отрабатываются по плану мероприятий совместно с Союзом WorldSkills, потому что мы понимаем, что здесь самое главное – четкость и выверенность действий. И это везде такое универсальное правило в любой сфере. Спасибо большое, Инесса Васильевна. Сегодня с нами гостем программы интервью в эфире главного телеканала Республики была Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Башкортостана. И мы говорили о 6-м региональном чемпионате «Молодые профессионалы».